Самый южный район Башкортостана, Зиан-Чуринский, встретил делегацию Русского географического общества ярким солнцем, свежим ветром, хлебом, солью и башкирской песней. Весенне-летний сезон башкирское отделение Русского географического общества начало с открытия стелы на самой южной географической точке республики, на границе Башкирии и Оренбуржья в окрестностях села Кужанак. Напомним, в прошлом 2017 году региональное отделение начало реализацию нового проекта «Башкирская кругосветка». Было открыто две крайние точки Башкортостана: на севере в Янаульском районе и на западе в Бакалинском. У континента Евразии есть крайние точки, да? Самая крайняя западная точка – это мыс Рока, Португалия. Самая южная – это Малайзия, Пиай. Самая восточная – это мыс Семена Деждева в России. Самая северная – это что? Мыс Челюскин. Самая северная точка. У России тоже есть крайние точки. Ну, в том числе, две из них уже как бы обозначены: Семен Деждев и мыс Челюскин. Западная точка в России – это Калининградская область, Балтийская коса. А самая южная точка – это Дербент, Дагестане. И мы вот, башкирское отделение Русского географического общества, на своем заседании подумали, а почему в Башкирии нету крайних географических точек? Открывая торжество, председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан Камиль Зиганшин отметил, что место для установления стелы южной географической точки республики выбрано очень удачно. Рядом, буквально в нескольких метрах, указатель границы Башкортостана с Оренбургской областью, а также центральная дорога, ведущая к крупной железнодорожной станции, расположенной в 15 километрах в городе Кувандык Оренбургской области. По словам Камиля Зиганшина, установленная стела не просто географический знак, не какое-то ограждение. Это южные ворота нашей республики, ворота дружбы для регионов наших соседей. Свои поздравления жителям Кужанака в связи с установлением в их деревне стелы, обозначающей самую южную географическую точку республики, высказала исполнительный директор регионального отделения РГО в Республике Башкортостан Рима Галеева. С важным событием в жизни района своих земляков поздравил член делегации, заместитель генерального директора агентства «Башинформ» Алик Шакиров. Уроженец села Кужанак еще в студенческие годы, знакомясь с людьми, представлялся жителям самой южной точки Башкортостана. Я всегда говорил, еще когда учился в университете, когда поступил, всем своим ребятам, студентам, что я приехал из самой южной точки Башкирии. Но мне почему-то не верили, говорили, ну, не может такого быть. Но я почему-то все время думал, все время мечтал, что когда-нибудь мою деревню Кужанак рано или поздно все-таки признают самой южной географической точки нашей республики. Много раз смотрел по карте, и получалось в самом деле, что так оно и есть. Со временем, когда уже закончил университет, начал работать в редакциях газет, в агентстве «Башинформ», все время эта мысль меня не оставляла. И вот однажды я узнал, что Русское географическое общество определяет самые крайние точки нашей республики: северную, южную, восточную, западную. И тогда у меня возникла мысль довести вот свою мечту до руководства Русского географического общества, что есть такая деревня Кужанак, которая, по моим расчетам, должна быть самой южной точкой. Председатель Русского географического общества в Республике Башкортостан Камиль Фарушевич Зиганшин заинтересовался, начал изучать эту историю. И в самом деле через некоторое время он мне позвонил и сказал: да, по всем нашим расчетам, действительно, деревня Кужанак является самой южной точкой нашей республики. Поэтому мы планируем со временем установить туда стелу. И вот сегодня это событие произошло. Поэтому я от души очень рад, счастлив и горд, что моя родная деревня, где я вырос, где учился вот в этой школе, где еще и уголок моего имени в библиотеке
библиотеки создали, что именно вот в этой деревне установили стелу самого южного географического населенного пункта. Управляющий делами администрации Зианчуринского района Басир Хабибулин также поздравил жителей деревни Кужанак с этим знаменательным событием, отметив, что здесь живут трудолюбивые люди, которые, несмотря на трудности, непростые экономические условия, продолжают работать на земле, создают фермерские хозяйства в животноводстве и земледелии. Зианчуринский район очень большой район. Площадь его составляет 3342 квадратных километров. Протяженность района составляет 160 километров. 78 населенных пунктов, которые находятся на 15 сельских поселениях. Проживает более 25 тысяч населения. Глава администрации сельского поселения Яныбаевский сельский совет Самат Канчурин поблагодарил башкирское отделение Русского географического общества за помощь в определении места установки стелы и финансировании проекта, а также назвал тех, кто способствовал и помогал ее изготовлению, размещению на выбранном месте в облагораживании территории. Саму стелу изготовило общество с ограниченной ответственностью «Грант». В ограждении территории вокруг стелы, покупки и посадки рядом с ней саженцев финансовую помощь оказал индивидуальный предприниматель, потомственный лесовод в третьем поколении, обладатель учрежденного РГО в Республике Башкортостан звания рыцарь леса Алик Токумбетов. Южная точка Башкортостана и южное распространение именно глухаря. Вот когда я учился в институте, у меня был дипломный руководитель Бурзянцев Александр Владимирович. И вот он меня учил. Вот мы еще будучи студентами, говорит, мы изучали этого глухаря. Он отличается тем, он живет благодаря тем вот сосновым посадкам. Потому что Это посадки, да, у вас? это вот посадки. Присмотрим. Вот эти посадки, вот из огород посадки. Ну, не рядами я смотрю. Вот в этом году я здесь 2 гектара посадил. Вот именно вот да, здесь 2 гектара посадил. В общем, 5,2 гектара посадил. 5,2 гектара посадок посадил. И вот то, что, конечно, беспокоит Башкортостан, когда Буршлайнда, охота открывается. Вот, допустим, в хвойных лесах глухаря много. А охоту должны проводить, допустим, егерь должен быть. По завершению торжественной части открытия стелы артисты районного дома культуры, а также участники местной художественной самодеятельности выступили с концертными номерами. Как рассказал председатель регионального отделения РГО в Республике Башкортостан Камиль Зиганшин, совсем скоро в Учелинском районе будет установлена 4-я, самая восточная географическая точка Башкортостана. Мне кажется, в регионах нигде не отмечены крайние географические точки. То есть фактически мы, получается, если мы их поставили, а мы их вот уже ставим, 3-ю, мы будем фактически в России первые, где в регионах будут отмечены крайние географические точки. 1 июня мы запускаем маршрут «Башкирская кругосветка». Открывается самая южная географическая точка нашей республики. И она действительно южная. Если в Уфе там еще ни одного зеленого листочка нет, здесь уже все цветет, соловьи поют, береза уже цветочки выпустила, черемаха начинает зацветать. Действительно, самая южная точка. Здесь тепло, здесь приятно, здесь замечательный, очень доброжелательный, добродушный народ такой, приветливый. Согласно положению об этом маршруте, каждый авто, мото и велотурист, совершивший кругосветное путешествие по Башкортостану, побывавший во всех 4 географических точках и в центре республики, получит специальный жетон и диплом. У подножия Таратау в Шимбайском районе прошел флешмоб «Кольцо жизни. В защиту Шихана». Вставь цепь, участники акции взяли гору в кольцо, растянув флаг Башкирии протяженностью около 1,5 километров. Тем самым было продемонстрировано единство в стремлении защитить нашу святыню от промышленной разработки и уничтожения.
подножии горы были высажены саженцы деревьев. В поддержку флешмоба у подножия Таратау состоялся большой концерт с участием звезд башкирской эстрады. Башкирское отделение Русского географического общества также присоединилось к лозунгу «Защитим природу для наших будущих поколений». Активисты молодежного клуба РГО и исполнительной дирекции приняли участие в экологической акции. Мы с самых первых дней присоединились к этой акции, потому что абсолютно ее поддерживаем. И для нас это тоже как бы такое значимое мероприятие. Потому что, на мой взгляд, вот, как вы правильно сказали, беспрецедентное событие. То, что люди собрались от чистого сердца искренне сегодня выразить свою позицию, что они за сохранение Шихан. Несмотря на то, что Шиханы сегодня вроде как однозначно хорошо охраняются законом, но так или иначе этот вопрос стоит на повестке дня. И мне кажется, вот в этом ключе вот именно участие народа и народная такая инициатива, она очень важна. Потому что сколько я общаюсь с народом, с людьми по вопросу Шихан, ведь даже те, кто либо не знает о них, либо когда не поддерживает те или иные защитные мероприятия, только из-за того, что они не знают, что такое Шиханы. А вот собравшись у подножия горы сегодня, люди, которые достаточно глубоко в теме, душой болеют за судьбу этих Шихан, они, конечно же, могут опять-таки своим вот этим флешмобом, участием флешмоба показать остальным тоже, что это очень значимый объект, очень народный объект. Это достояние народа, не просто мировое наследие. И их, конечно же, нужно сохранить для будущих поколений. И вот в этом смысле это действительно масштабная и очень значимая акция. Но для меня, наверное, даже какой-то рубеж уже. Очень давно идет противостояние. И вот этот вопрос, который постоянно быть или не быть Шиханом, он, конечно, не должен стоять. Наша задача – оставить потомкам природу в ее первозданном виде, сохранить красоту башкирской земли, не дать погибнуть уникальным памятникам природы – башкирским Шиханам. Делегация Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства и Всероссийской общественной организации «Офицеры России» вернулась с гуманитарной миссии на Донбассе. Традиционно мы пересекли российскую границу на пункте пропуска Матвеев-Курган, соответственно, с той стороны Успенка, это Донецкая Народная Республика. Поехали первым делом в Макеевку, как обычно. Там мы посетили детский сад и школу. Приняли участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Вот. Посетили город Донецк, участвовали на параде, прошлись в Бессмертном полку. Потом мы направились в Луганскую Народную Республику. Там у нас тоже есть. Было запланировано посетить детский дом в Антраците и школу имени генерала Шаймуратова. Туда тоже мы передали гуманитарный груз. Башкирское региональное отделение РГО приняло активное участие в сборе гуманитарного груза нуждающимся. Местное отделение довольно-таки активно подключились. Хочу назвать это местное отделение город Уфа. Это Наталья Федоровна Лешкина, это Демское местное наше отделение. Кудринская Оксана Михайловна Орджоникидзевское местное отделение. С района очень активно, очень большой, 700 килограммов груза собрали. Крымскалинское местное отделение, Альбина Гендуловна Фахрисламова, отдел образования Крымскалинского района очень активно участие приняли. И попечитель местного отделения Крымскалинского Хазиев Равис Абузарович. Собирали активно дети канцтовары, школьные принадлежности различные. Предприниматели оказывали, конечно, по продуктам питания большую помощь. Бишбулякское отделение Шафикова Зульфия Бареевна. Шафиков Эльмир, директор школы, сам довез груз.
довольно-таки большой груз получился. И поэтому все вот эта гуманитарная помощь детям Луганска, Донецка были распределены. В городе Антрацит волонтеры передали детскому дому «Аленка» пеленки и подгузники для малюток. В тот же день делегация посетила школу поселка Штеровка, которая носит славное имя башкирского генерал-майора Минигали Шаймуратова. Ребята были рады школьным принадлежностям из Башкортостана. В Штеровке в школе ребятам привезли канцелярские принадлежности, бумагу, карандаши, тетради, вот такие вот вещи. Там, к сожалению, это в дефиците сейчас. Волонтеры приняли участие в шествии Бессмертного полка и параде Победы в городе Донецк. Встречает нас уже в который раз очень радушно, гостеприимно. То есть буквально вот та семья, у которой мы жили, мы уже в 6-й раз там приезжали. Они нас очень рады были видеть. Ну и, соответственно, мы их были очень рады видеть. Приняли как своих, прям как родных. Очень приятно было это все видеть. Вот. Ну и во всех как бы местах, которые мы посещали, ну, наверное, это было связано с тем, с какой целью мы туда едем. Нас встречали, ну, с радостью, с нескрываемой. Вот. И говорили очень много слов благодарности. В наших программах мы уже рассказывали об инициативе башкирского отделения Русского географического общества о строительстве стеллы в Краснокамском районе в память о погибших в небе над Башкирией французских летчиках в 30-х годах прошлого столетия. Недавно проект памятника был представлен французской стороне. Уфу посетила госпожа Марианна Драба, координатор сети «Альянс Францез» в России. Госпоже Марианне было задано много вопросов, и мы попросили ее общаться с средством массовой информации во Франции, искать родственники погибших летчиков, отважных летчиков, и наладить контакты с мэрами городов, где они жили, чтобы нам легче было общаться и материалы, найти архивные материалы. И задали вопрос о акте расследования французской комиссии по причине катастрофы самолета Д-33. Естественно, мы хотели бы увидеть момент открытия памятной стелы посла Франции в России, нашего российского посла. И мы ее даже пригласили уже на открытие этой стелы. Она благодарностью приняла это предложение и сказала, что мы будем сотрудничать, и обещала, что от нее зависит, приложить усилия в решении от этого проекта.